Так, и какое количество чеченских воинов было в первую войну и во вторую? Лично интересно твое мнение, а не обобщенное. Спрашивает Бонд. Бонда у нас не было такого, чтобы мы вот ходили и прям пересчитывали, сколько у нас воинов. Были определенные списки в нашем генеральном штабе, у начштаба Масхадова были свои определенные списки. У него был перечень подразделений, действующих, боеспособных. Но то, что я могу судить, вот скажем, я в основном всегда бывал на Центральном фронте в первую войну. Во вторую войну я начинал с Западного фронта, потому что нашим подразделением, генштабом был, ну, для нас вот определили Западный фронт. Поэтому до взятия, до того, как обложили Грозный, мы вот начали с Синноводска и отступали до Грозного. А в первую войну, хотя в основном мне приходилось участвовать на Центральном фронте, у нас были некоторые военные операции, которые нам приходилось проводить на Восточном фронте. И таким образом я могу, может быть, не объективно, но вот субъективно судить о всех трех направлениях в Чеченской войне. И это будет, конечно, опять-таки то, что я видел. В общем, у нас в активную фазу военных действий во время фронтальной войны количество насчитывало где-то 1500 человек действующих. Но этот состав, он всегда имел такую текучку, как и российская армия, которая нам противостояла. У нее была ротация подразделений, каждый там, я не знаю сколько-то, через какой-то определенный период времени, у них была ротация подразделений, войск. То же самое происходило и в чеченских рядах, хотя это была армия нерегулярная, но люди, они имеют какой-то физический предел. То есть человек не может находиться все время в состоянии такой боевой напряженности, потому что и окопная жизнь, и лесная жизнь, и вообще напряжение от войны требует, то есть человеку требуется какое-то время отдыха. Некоторые люди, которые чувствуют себя вот на войне, так скажем, в своей атмосфере, они дольше оставались на передовой, и они больше времени проводили вот за период обеих войн именно в зоне соприкосновения, так скажем. Другая категория людей, она спускалась уже оккупированное чеченское селение, ну, подлечивалась где-то, если нужно, потому что в окопах, в лесах, в горах заболеваешь, или если есть ранения, где-то лечились за пределами республики, или просто отдыхали, встречались с семьей и возвращались обратно. И в итоге через, скажем, первую войну, через чеченские военные отряды прошло, там даже были созданы комиссии, послевоенной комиссии были созданы списки. В этих списках насчитывалось, как я помню, где-то от 65 до 70 тысяч тех, кто прошли через войну в первую войну. Это такие даже официальные, можно сказать, цифры, озвученные комиссией, специальной комиссией, созданной Асланом Масхадовым, на тот период президентом Чеченской республики Ичкерия. И вот это общее количество. А так, вот насколько на мой субъективный взгляд, когда я проходил, когда я видел подразделения, у нас вот, в общем, они в один и тот же момент насчитывали где-то 1500-2000. Но при проведении каких-то операций, чтобы вот уточнить детали, когда мы, скажем, входили в города, входили в Грозный, и когда чеченские бойцы, то есть подразделения, которые уже себя зарекомендовали такими, можно сказать, гвардейскими, которые обозначились какими-то победами, какими-то известными боями, были какие-то отдельные имена военных руководителей этих подразделений. В основном основная тяжесть вот первого удара ложилась на эти подразделения, которые общей сложности, как я уже говорил, насчитывали до 1500 человек. И когда они вступали в бой и могли выдержать первый период 2-3 дня, то туда стягивались обычно, хотя и эти подразделения были не регулярными, но подтягивались еще другие бойцы, которых народ называли индейцами. То есть это вольные такие бойцы, они могут заниматься мирным трудом, или они где-то были в резерве, что они, может быть, отдыхали в этот период где-то в окрестностях Грозного, в каких-то селениях, и они доставали со схронов свое оружие и подтягивались к тем подразделениям, которые уже начали проводить боевую операцию.
То есть их участие оно было значимым для чеченской армии, потому что они создавали тот фон, который позволял тем подразделениям, которые можно отнести даже к регулярным, вот эти бойцы, которые подходили хаотично, там где-то отвлекали врага, они позволяли более удачно производить свои военные операции тем уже более известным подразделениям, которые находились в реестре нашего генерального штаба. И вот таким образом была, в общем, такая текучка, нельзя сказать столько-то, столько-то. Факт, что в Первую войну прошли где-то до 70 тысяч мужчин через Первую войну. И это как ответ на то, что почему сами чеченцы где-то были беженцами, там, когда говорят о чеченцах, как о воинах, это какая-то горстка людей. Вот я хочу заметить, что 70 тысяч человек, скажем, если взять на тот период, на период Первой войны, если население Чечни где-то 1 миллион, мы можем спокойно разбить по типу семьи, условно, скажем, средняя чеченская семья, где-то 2-3 ребенка, где-то 6-7 детей, но в среднем 4-5 детей – это средняя чеченская семья. Скажем, условно, 4 детей. 2 родителей – это уже 6, остается еще 4 единицы, как бы, но это уже старики, это бабушки, дедушки, это уже дядья, которым там, скажем, за 45 лет, которые не участвуют в войне. В итоге, условно, можно сказать, что мужчины боеспособного возраста от 15 до 40-45 лет, они могли насчитывать, притом еще женщин, когда мы говорили муж с женой, как бы 1 к 1, на самом деле женщин и тогда было чуть больше. То есть боеспособного мужского населения в Чечне тогда насчитывалось, может быть, максимум 120-130, по самому потолку 140 тысяч населения. И таким образом получается, что половина боеспособного мужского населения приняли участие в Первой войне. Это очень высокий показатель, если учитывать, что армия была целиком добровольческая. То есть не было призыва, не было мобилизации, не было никакого вида принуждения. Эти люди, которые сами решали, выходить им на войну или не выходить. Если так учитывать из истории мировых войн, из истории других народов, я не видел, чтобы добровольцы могли составлять 50% боеспособного мужского населения. Поэтому те, кто обвиняет чеченцев в том, что у них там, в принципе, народ где-то находился в беженцах, а воевали какие-то там 5-6% населения, это неправильно. В общем, это неверная оценка. Во Вторую войну мне трудно судить, потому что она была очень протяженная, и, наверное, из-за ее протяженности там даже была смена нескольких поколений. То поколение, которое начинало эту войну, ее сменило совсем другое поколение, которое не знало, где-то на рубеже 2004-2005 годов произошла, можно сказать, смена поколений даже. Из старой военной плеяды мало кто остался в живых к периоду 2004-2005 годов. Уже те миры, которые считались старыми, такими опытными, они были те, кто начинали во Вторую войну, может быть, рядовыми. Потому что к этому времени не стало ни Гилаева, ни Басаева, это как бы высший такой ранг наших военных предводителей. Даже среднего ранга командиры, они в очень небольшом количестве только оставались живыми на тот период. А уже, скажем, когда партизанская война скатилась вот такое, в глубокое подполье, когда еще, может быть, были живы там Гакаевы, в этот период, в принципе, от старых командиров не оставалось никого. То есть 2 или 3 разных поколения, которые не имели даже, может быть, такой взаимосвязи, чтобы был какой-то известный мягкий переход, когда от одних передавалось к другим. Вот этот разрыв также ощущался во время Второй войны. И общей сложности через войну, во Второй чеченской войне также прошло очень много чеченцев. Я уверен, что их было больше, чем 70 тысяч. Их было где-то больше, чем в Первую войну. Чеченский народ, он имел сильный демографический подъем после Первой войны и во время Второй войны.
И вот этот поток молодежи, скажем, когда провозгласили Эмират Кавказ в 2007 году, юноши в возрасте от 15 до 18-19 лет в очень большом количестве они прибыли в горы, чтобы принять участие в этой войне. И там была сильная текучка, потому что не могли их принимать в большом количестве, не было возможности, но текучка была большая. Я думаю, что более 100 тысяч чеченцев боеспособного возраста, более 100 тысяч. Трудно судить точно, но может быть где-то 2 раза больше, чем в Первую войну. Чеченских мужчин могли принять участие во Второй Чеченской войне. Вот такой у меня анализ. То есть, но к началу Второй войны мы этот процент должны считать не от миллиона, а уже к началу Второй войны чеченцев было где-то 1 200 000 – 1 300 000. Вот такой ответ на количество участников войн.